Здравствуйте, эфир НТС продолжают новости, в студии Айджан Казакбаева. И Джолдош Исаков. Добрый вечер. И в начале анонс главных событий, произошедших сегодня. Пострадавшим от стихийных бедствий денег нет, но сами летают бизнес-классом и живут в дорогих отелях. За неисполнение бюджета и бесполезной траты депутаты раскритиковали правительство. Хлопок, который напугал полстолицы, что обезвредили саперы возле филармонии, муляж бомбы или настоящее взрывное устройство. По версии силовиков, в коробке был муляж. Очередное ДТП с участием бензовоза на трассе Бишкек-Ош. Автоцистерна с топливом столкнулась с фурой. Водитель бензовоза сгорел заживо, остальные доставлены в больницу. Без шума и скандала не обошлось. Власти столицы сегодня закрыли муниципальный рынок Дейкан. Чиновникам пришлось на помощь звать милицию, а торговцы заявляют о нарушении их прав. Жертв нет, бомба обезврежена. Весьма неспокойным оказалось сегодняшнее утро близ Национальной филармонии в центре столицы. Значительный участок был обнесен желтой лентой по всему периметру. Оцепление держали сотрудники МВД. На месте работали и кинологи с собаками, и саперы ГКНБ. Очевидцам, работникам Зеленстроя, прибывшим рано утром высаживать цветы, пришлось ожидать на безопасном расстоянии. Из-под деревьев извлекли 2 ящика, а после, как утверждают свидетели, последовали 2 хлопка. Кто-то в сеть пустил даже информацию о мощности взрыва в тротиловом эквиваленте. Тем временем ГКНБ официально объявил, что это был просто муляж самодельного взрывного устройства. Впрочем, посеять панику организаторам удалось в самом людном месте, так еще и на пути следования глав спецслужб СНГ. Заседание Совета руководителей органов безопасности проходило сегодня в столице. Центр города в районе филармонии с раннего утра оказался в оцеплении. Сотрудники ГКНБ и МВД не пускали горожан к участку площади на углу проспектов Мира и Чуй. Сообщение о бомбе поступило в дежурную службу 102. Звонок был анонимный. Человек сообщил, что недалеко от здания филармонии подозрительный предмет. После того, как служебные собаки нашли то, что предполагалось, за работу принялись саперы. В 7:30 мы ребенка ведем в садик. У нас здесь сегодня должна была высадка закончиться последние 2 дня. Смотрим, здесь оцепление начали перекрывать лентами. Стали спрашивать, почему. Думали, может, праздник какой-то. Они нам говорят, нет, бомба. Тут кинологи с собаками пришли. Стали искать, думали в подземке, потому что милиционер нам сказал, что им позвонили, сказали, что якобы она в подземке находится. Они в подземке ничего не нашли. Собака что-то кинулась, видно, вон туда, вон, в кусты, где Шуро стоит. Там и нашли ее. Приехали саперы. Сначала 1 чемоданчик вынесли туда с проволокой, протянули ее до первого памятника. Хлопок был маленький. Потом 2-й чемоданчик побольше. Хлопнуло хорошо уже побольше. Если бы, например, наверное, не чемоданчик, я думаю, можно было что-то здесь хорошо снести. Например, до дороги, дальше дороги бы ушло. 2 ящика больших вынесли. Потом саперы 1 чем-то сверху накрыли. И потом послышался хлопок, пыль вокруг. Ну а уже после сказали, мол, все, обезвредили. Не беспокойтесь. Однако и после того, как предполагаемое устройство было обезврежено, посторонних к месту не подпускали. Препятствовали и работе СМИ, ссылаясь на то, что и сейчас находиться в ближайшем радиусе от места инцидента небезопасно. Там еще следственные мероприятия тоже. Непосредственно вблизи от елки X лежали оторванные ветки. Тротуар местами засыпан травой. По словам очевидцев, на вопрос «так что же там было?», милиционеры ответили: дети, наверное, балуются. Согласно официальной версии, предполагаемая бомба оказалась муляжом самодельного взрывного устройства. На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД Кыргызской республики. Территория была оцеплена. В ходе осмотра прилегающей территории была обнаружена подозрительная коробка. Саперы устройством для обезвреживания уничтожили на месте муляж СВО. Впрочем, те, кто скептически отнесся к версии о муляже, нашлось немало. Уж слишком громким и мощным по восприятию был взрыв. В сети даже появилась информация о том, что на самом деле взрывчатое вещество было. Но официальные службы эти данные опровергли. Как говорят специалисты, характерный звук – это нормально. В данном случае в ход пустили специальное устройство для обезвреживания, которое применяется как для реальных, так и фиктивных бомб. Оно действует таким образом, что при принудительном взрыве в любом случае слышен относительно громкий хлопок. По данному факту начато расследование. Главным остается вопрос, с какой целью организаторы сделали это. Еще и в то время, когда мимо этого самого места проезжали кортежи с высокопоставленными гостями, руководителями органов безопасности и специальных служб государств СНГ, прибывших сегодня в Бишкек, чтобы обсудить угрозу терроризма в мире. Елена Яковлева, Алтынбек Каныбек-Уулу, НТС.
Безопасность и стабильность на пространстве СНГ во многом зависит от совместной работы спецслужб стран Содружества. В Бишкеке сегодня состоялось 42-е заседание Совета руководителей органов безопасности стран, входящих в СНГ. А перед этим руководителей спецслужб принял президент Алмазбек Атамбаев. Он тепло поприветствовал гостей и поблагодарил их за проводимую работу в области обеспечения безопасности. Как отметил глава государства, только совместными усилиями странам Содружества удастся эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам. Жуткое ДТП вновь случилось на трассе Бишкек-Ош, и опять с участием автоцистерны, перевозящей топливо. Накануне вечером на 307-м километре автодороги столкнулись бензовоз и большегрузная машина «Вольво», которая перевозила лук. 28-тонный бензовоз перевернулся и загорелся. Его водитель сгорел заживо. В кабине фуры, с которой столкнулся бензовоз, находились 3 человек – водитель, его сын и еще один пассажир с различными травмами, доставлены в больницу села Учтерек Туктугульского района. Отметим, с начала года это уже 4-е ДТП с участием топливоперевозчиков. Почему бензовозы так часто теперь попадают в аварии и кто их водит? Опытные водители или молодые парни, у которых нет права на вождение автоцистерн? В этих вопросах разбирался Булат Исаев. ДТП, которое унесло жизнь человека, произошло накануне вечером на 307-м километре автодороги Бишкек-Ош в Токтагульском районе. Бензовоз и грузовая автомашина «Вольво» столкнулись лоб в лоб. Бензовоз перевернулся и почти сразу же загорелся. С телесными повреждениями разной степени тяжести водитель и 2 пассажира большегруза были доставлены в районную больницу. Водителя бензовоза спасти не удалось. Его тело извлекли только после того, как огонь был потушен к 2 часам ночи. Обе машины сгорели дотла. В результате дорожно-транспортного происшествия есть жертвы, в частности погиб водитель бензовоза на месте при пожаре. И во второй машине, в большой грузовой автомашине, находились водитель и 2 пассажира. Они были доставлены в районную больницу. Сразу после того, как поступило сообщение о пожаре, выехали 2 пожарных расчета к месту происшествия. Наши пожарные провели ликвидацию пожара полностью. По завершению мероприятия было извлечено тело и передано соответствующим службам. По некоторым данным, водителю, погибшему за рулем бензовоза, было 28 лет. Причины, спровоцировавшие столкновение, сейчас выясняются. ДТП с участием топливоперевозчиков в Кыргызстане происходит уже не в первый раз. 2 месяца назад на этой же трассе в Сузакском районе Джалалабадской области бензовоз протаранил малолитражную «Хонду Фит». Загорелись также оба автомобиля. 3 человек, находившиеся в легковом авто, погибли. Как выяснилось впоследствии, все они были членами одной семьи. В начале февраля теперь уже в Кадамжайском районе Баткенской области передвигавшийся на большой скорости бензовоз врезался в жилой дом и перевернулся. Возгорания, к счастью, не произошло, но по участку разлилось 20 тонн солярки. 3 человек, находившихся в автомобиле с легкими ранениями, были госпитализированы. Всего же, по данным Управления патрульной милиции, за 4 месяца этого года с участием бензовозов произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. 7 человек погибло, травмы разной степени тяжести получили 13 человек. В 70% случаев виной аварии стало элементарно несоблюдение правил дорожного движения. Еще один вопрос. Кто сегодня управляет автоцистернами? Зачастую, как говорят очевидцы, за рулем бензовозов или других многотонных машин можно увидеть совсем юных парней. Наша страна – горная страна, поэтому водители проезжают по этой дороге, серпантины, туннель, спуски, подъемы. На этих участках они должны 20 км в час спускаться, поднимается 30 км в час. Однако эти требования не всегда исполняются на должном уровне, превышают водители, не соблюдают ПДД, в результате происходит ДТП. По словам Мухтара Сандыбаева, при ограничении скорости в 50 км в час на всех остальных участках дорог водители бензовозов умудряются разогнаться до 90 км в час. Иногда в критический момент не срабатывает тормозная система. Бывают случаи, когда водители просто засыпают за рулем. Согласно нормативам, стаж водителя, перевозящего взрывоопасный груз, должен быть не менее 3 лет. Однако в ходе специальных рейдов под названием «Опасный груз» сотрудники УПМ выявляют многочисленные нарушения, в том числе и по возрасту и стажу водителей. Кто-то отделывается штрафом, у кого-то изымают водительские права. Один из таких рейдов планируется провести на следующей неделе. Булат Исаев, Рахат Джанабекова, Бакыт Кушелиев, Урмат Акынбекулу, НТС.
Грузовик с неисправной выхлопной системой стал причиной большой автомобильной пробки в Бишкеке. Один из водителей снял видео и выложил его в сеть. Фура передвигалась по проспекту Чебекджулу и оставляла за собой жуткие клубы дыма, словно он шел не из глушителя автомобиля, а из трубы теплоэлектроцентрали. Дым настолько был плотным, что видимость на дороге упала практически до нуля. На месте образовалась пробка, а грузовик и далее, создавая за собой аварийную ситуацию, продолжил свое движение. Противоречащие друг другу дорожные знаки, отсутствие разметок и неправильная работа светофоров. Так называемые дорожные нелепости в Бишкеке сегодня искали гражданские активисты вместе с представителями муниципалитета, патрульной милиции и Совета обороны. Собравшиеся сели в один автобус и объездили несколько улиц. Впрочем, искать проблемные места долго не пришлось. Где-то разметки не соответствовали знаку, где-то висели указатели, противоречащие друг другу, что приводит к аварийной ситуации. А где-то они вообще отсутствовали, хотя по всем правилам они там должны быть. Попутно участники инспекции фиксировали и нарушение ПДД. Анастасия Соболева также была в этом автобусе. Она убедилась, что город больше предназначен для автомобилей, нежели для людей. Маршрут, по которому мы сегодня двигались, был рассчитан за несколько дней. Это места наиболее опасные для граждан, где происходит больше всего аварий. Понятно, что нужно много времени, чтобы объездить весь город и найти все дорожные нелепости и противоречия в знаках и указателях. Впрочем, долго их искать не пришлось. Они встречались довольно часто. А это перекресток Чуэлматинка. Чтобы пересечь этот перекресток, нужно бежать, потому что он растянулся на несколько метров. И пока горит зеленый свет, его просто невозможно пересечь. Здесь же нет и островка безопасности для пешеходов. Конечно, не только здесь, но этот участок показательный. Большой поток. Автобусы, троллейбусы и автомобили. Личного состава патрульной милиции недостаточно, чтобы уследить за всем. Но вот насколько, цифр никто не называет. Да, были неоднократные попытки, внести предложение по увеличению численности, личного состава, но на сегодняшний день пока дело не сдвигается. Кстати, по республике зарегистрировано 1 200 000 машин. Большая часть в столице. Плюс еще общественный транспорт, автобусы, троллейбусы и маршрутки. На последние очень много жалоб. Сегодня мэрия вновь пообещала избавиться от них. Замена будет поэтапная. До конца года прибудут еще 100 автобусов и 50 троллейбусов. Правда, такими завтраками горожан кормят не первый раз. И что и было замечено присутствующими. За микроавтобусами стоят хорошие люди, которые не хотят отдавать рынок транспортных услуг. По той программе, которую мы уже утвердили, будем заменять эти микроавтобусы. Но я вам скажу так, это пройдет не просто так, а болезненно. Камеры на дорогах не спасут горожан, уверены активисты, пока не будет налажена инфраструктура. К примеру, взять разметку на дорогах. Максимум на пару месяцев. Дорожных знаков и вовсе не видно, будто играет с водителями в прятки. Управление капитального строительства по дорогам встречается, а и Бишкек Асфальтсервис. Основные разметки, знаки устанавливаются в Бишкек Асфальтсервис. Вот вам сейчас только что показали, да? И это когда будет... Потому что здесь были раньше дороги сделали, раньше пешеходный переход были, а сейчас нет. Когда дороги делают, что разметки не делают. Да, вы подписание дали, да. Сейчас в данное время не успевает разметку сделать. Некоторые зебры закрыты от глаз пешеходов машинами. Автовладельцам, видимо, больше некуда ставить свой транспорт. Проблема такая, что на советской машины разгоняются сильно. Вот от Донецка они сильно разгоняются, и вот тут с трудом они останавливаются часто. Вот. Знаки видели, с этой стороны человек едет, не видит. Да. Кстати, самих граждан хотят привлечь для фиксации нарушений правил дорожного движения. В наше время почти у всех есть телефоны. Планируется, что от штрафа в карманы сообщивших о том или ином нарушении будет отходить энная сумма. Штраф, если поступил по инициативе какого-то гражданина, да, он зафиксировал на видео или на фото, то, соответственно, 15 либо 10, это уже определится позже, часть этого штрафа поступит на счет этого гражданина сознательного. То есть этим самым мы повышаем сознательность граждан. А по улице Токтагула и вовсе нет остановок, хотя здесь и курсируют маршрутки. Останавливаться здесь нельзя. Мы сейчас проезжаем, уже доехали до Логвиненко с Правды, Токтагула, и мы сейчас уже практически на Логвиненко. Вы видели на дороге остановку? Вот у нас
мне неудобно, байке хотели мы подбросить. Мы не можем его подбросить. Где нам остановиться? Тут у нас замминистра МВД сидит. Скажешь же, вы сами нарушаете правила дорожного движения. Правила дорожного движения нарушать не стали. Ну а итогов совместной инспекции, можно сказать, и не было. На все указанные общественниками дорожные несуразицы чиновники находили стандартные ответы. Мол, за это отвечают другие службы, а на то нет денег. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС. Куда уходят бюджетные деньги? Ответ на этот вопрос сегодня искали в Джугурку-Кенеше. Парламент рассмотрел текущее исполнение бюджета на этот год и проект бюджетной резолюции на ближайшие 3 года. Претензий к членам правительства у депутатов оказалось немало, от задержек в возведении социальных объектов и дорог до помощи пострадавшим в стихийных бедствиях. Депутаты потребовали от чиновников ускорить исполнение задач, запланированных на этот год. Все подробности в нашем следующем сюжете. 2017 год приближается к середине, а по многим запланированным проектам правительство к работе даже не приступало. В ходе обсуждения исполнения бюджета этого года законодатели подвергли жесткой критике работу правительства. Не решаются даже вопросы, требующие незамедлительной реакции Кабмина. Так, например, до сих пор не выделены суды жителям Чонолайского района, пострадавшим от землетрясения. В мае в результате толчков пострадали 537 домов. Однако чиновники оказали помощь лишь владельцам 2 десятков строений. Владельцам всего 20 домов правительство выдало компенсацию, и то это дома чиновников. Люди просят за несколько месяцев вперед выдать пенсии и зарплаты. Можно ли это сделать? Что вообще будет с жителями Чонолайского района? Компенсацию получили только госслужащие, которые застраховали свое жилье. Простые люди не знали о том, что нужно страховать. Я обращаюсь к представителю правительства в парламенте. У пострадавших семей в Бишкеке учатся дети. Помогите им хотя бы оплатить контракт, чтобы у людей были деньги на строительство домов. В Чонолае в сентябре уже снег, они могут не успеть. Однако в правительстве говорят, что пока не могут гарантировать пострадавшим необходимую помощь. Жилищный вопрос для чиновников вообще больная тема. Как выяснилось, вопрос строительства социального жилья Кабмином вообще заброшен. Деньги на эти цели не выделяли уже несколько лет. На вопрос депутатов о том, как в таком случае правительство обеспечивает тех, кто не имеет возможности приобрести жилья, министр финансов ответить затруднился. Адалбек Алешевич, вопрос еще такой по поводу соцжилья. Я все время его задаю, я не могу получить конкретные данные. За 2017 год сколько квадратных метров социального жилья для уязвимых категорий граждан были построены? Вы можете дать информацию? Сколько средств выделено на это? Наталья Владимировна, точную сумму, точный объем я не могу сказать. Чисто из бюджетных средств строительство жилья несколько лет уже не осуществлялось. И сейчас в этом году предполагается строительство жилья для работников культуры. Как выяснилось, денег у правительства нет на многие жизненно важные вопросы. Так, например, народных избранников возмутило отношение чиновников к строительству социальных объектов и дорог. Прошло почти полгода. Вопрос капитальных вложений до сих пор открыт. Чиновники обещают, что решат эту проблему, как только утвердят перечень объектов. Почти полгода уже прошло. Когда начнем строительство? Что происходит вообще? Мы бюджет приняли вовремя, еще в 2016 году. Если вы титульный лист не можете утвердить, то когда начнете строить школы и дороги? Бывший премьер-министр Тимир Сариев использовал неправильный принцип. На много объектов сразу выделили по 2-3 миллиона сомов. Потом вообще перестали выделять или еще по 2 миллиона сомов выдавались. Принцип неправильный. Мы должны закончить начатые постройки. Это тоже бюджетные деньги, это тоже народные деньги. Разрушаются начатые объекты строительства, поэтому я думаю, что в капвложениях на 2017 год приоритетом в первую очередь должны войти те объекты, которые мы должны завершить. Большинство парламентариев дали негативную оценку работе Кабинета министров. По словам народных избранников, чиновники слишком много тратят на себя, тем временем забывая об исполнении своих прямых обязанностей. А хотя сбалансированность бюджета по доходам и расходам – это есть основополагающее требование как для нас, кто утверждает бюджет, так и для тех, кто его составляет. Я хочу, чтобы в следующий раз, когда правительство будет приходить с отчетом по бюджету за выполнение, мы как-то, наверное, все-таки были более, так, знаете, построже. Они так вот просят, ну надо как без бюджета. Ну что это такое? 100 миллиардов собираем, 120 тратим.
Ну, наверное, как-то же надо оптимизировать. И каждый год из года в год страну в долговую яму толкаем. Депутаты потребовали от правительства к следующей встрече решить все вопросы бюджетного финансирования. Как подчеркнули законодатели, деньги на большинство статей есть. По большей части все упирается в администрирование. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС. И в продолжении темы эффективного использования бюджетных средств. Судя по тому, как их тратят чиновники на свои заграничные командировки, говорить об эффективности не приходится. Вице-спикер парламента Алтынай Омурбекова получила ответ на свой запрос от МИДа. Согласно нему, в прошлом году сотрудники Минэкономики выезжали за границу 204 раза, сотрудники таможни – 147 раз, МЧС – 90, а работники Минтранса вылетали за рубеж 60 раз. При этом, по словам вице-спикера, многие из них летали бизнес-классом и жили в дорогих отелях. Я хочу обратиться к Табылдыгапыровичу. Рассмотрите этот вопрос на комитете. На какие деньги они летают? Я знаю, что некоторые заместители министров летают бизнес-классом. Если это бюджетные деньги, то кто дал им право так шиковать? И ни в чем же себе не отказывают? Власти столицы сегодня закрыли муниципальный рынок Дейкан. По словам торговцев, в 3 часа ночи к ним пришли представители Ленинской райадминистрации в сопровождении 300 сотрудников милиции и потребовали покинуть территорию. Некоторые продавцы отказались. Как сообщает ГУВД, 11 человек задержаны. Напомним о намерении закрыть плодово-овощной рынок Дейкан. Мэрия заявила еще в октябре прошлого года. Такое решение муниципалитет объяснил тем, что базар находится вблизи нефтебазы, что создает угрозу безопасности людей и высокий риск возникновения пожара. Рынок не имеет запасных выходов, и любая чрезвычайная ситуация может привести к трагедии. Торговцы же возмущаются и жалуются, что власти столицы не учли их интересы. Подробности в сюжете Айбека Айтбаева. Еще в начале месяца мэрия объявила, что с 24 мая рынка Дейкан не будет. Потому сегодня его территория вокруг нее, начиная с улицы Фучика, была взята под оцепление 300 правоохранителей. Решение о закрытии инициировала Госэкотехинспекция. Согласно ее заявлению, рынок расположен в непосредственной близости с нефтебазой и железнодорожной станцией, что создает угрозу для безопасности граждан. Однако сами продавцы рынка Дейкан с этим не согласны. Приходили, говорили, что закроют. Однако администрация рынка пообещала, что базар не закроется. Продолжайте работать. Сказали, что власти еще и не выпустили такого решения. Базарком ведь мог предупредить, чтобы мы не закупали большое количество товара. Ладно, мы и картофель продаем. А что будет с теми, кто занимается свежими овощами и фруктами? Там 80% продавцов понабрали кредитов. Их товар может за один день испортиться. Нормально же было здесь. Со вчерашнего вечера принудительно выгоняют. Накануне вечером столичная милиция задержала 11 человек, выступавших против закрытия рынка. На торговцев были составлены протоколы по статье неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел и других лиц. Их дело передали в суд. Так, обычно битком наполненный людьми и фурами рынок сегодня опустел до неузнаваемости. Остались лишь те, кто еще не успел вывести свой товар. Между тем, директор рынка Дейкан обвинения продавцов в его адрес не отрицал. Оснований закрывать рынок, по его словам, не было. Мы им писали, что мы сделали ваши требования, но они не пришли к нам. Они к нам не пришли и начали атаковать. То есть предупреждать, мы вас закроем. Мэрия решение свое выносит, мол, о закрытии. Мэрия о закрытии решения не может вынести, потому что это правительство меры выносило по инициированию президента. Для Дейканов малооптовый рынок создать, чтобы дешево было. Премьер-министр этого решения еще не вынес. Как так решение, а еще Джогрук, конечно. Рынок Дейкан был открыт в 2008 году. Торговцы возмущаются, когда его открывали, чиновники знали обо всех опасностях его расположения. Впрочем, местная администрация признает, что тогда допустили ошибку. Расположение между двух огней, с одной стороны нефтебаза, с другой стороны железная дорога, представляет существенную угрозу жизни и безопасности всех торговцев и посетителей рынка Дейкан. Более того, на этот рынок ведет одна лишь улица под названием Товарная, то есть базар является тупиковым. Въезд и выезд на территорию базара
происходит через одну единственную улицу. И в летний период, когда наблюдается массовая поставка бахчевых культур, то фуры, груженные с арбузами и дынями, выстраиваются в очередь вдоль дороги, начиная по улице Товарная, по улице Фучка до проспекта Чуй. По плану продавцов закрывающегося рынка должны были распределить по альтернативным рынкам Дордой-Дейхан и Сарыөзен. Однако большинство предпринимателей отказались переселяться на рынок Дордой-Дейхан, сославшись на пробки и отдаленность от города, из-за чего на рынке Сарыөзен сегодня чуть ли не дерутся за места. В этой связи сегодня рынок Сарыөзен полностью не функционирует. На площади 12 гектаров расположено 450 контейнеров. Рынок рассчитан на 1500 торговых мест. Тут ходят не только арендаторы, но и зеваки или те, кто хотят, пользуясь случаем, получить место. Мы будем только фермерам с рынка Дейхан давать места. Пользуясь случаем, некоторые торговцы хотят взять сразу несколько торговых точек. Поэтому сейчас происходит неразбериха. Столичные власти уверяют, что на рынках Сарыөзен и Дордой-Дейхан, которые являются частными, предпринимателям закрытого базара предоставят временные льготы по аренде места. Правда, действовать они будут только первые 3 месяца. Айбек Айтбаев, Асхат Ибраимов, НТС. Ну и в конце важная новость для тех, кто отправляется в дорогу через Бумское ущелье. Министерство транспорта сообщает, что движение автомобилей в этом участке будет периодически ограничено. Это связано с работами по принудительному спуску камней со склонов, прилегающих к трассе гор. Ограничения, как поясняется, будут вводиться каждую неделю с понедельника по четверг. Отметим, в Бумском ущелье нередко происходят камнепады. В июне прошлого года камни обрушились на проезжающий автомобиль Honda Step. Погиб 1 человек. Ну что ж, всем водителям желаем удачи на дорогах и большая просьба: не нарушайте правила дорожного движения. От этого зависит жизнь людей. На этом мы завершаем наш информационный выпуск. Сразу после нас смотрите очередной выпуск спортивной программы «Таймаш». Берегите себя и родных. До свидания.